Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три. В этот день 1953 года он проснулся знаменитым на всю советскую страну. В литературной газете в рубрике «Новые стихи» напечатали поэтические строки под названием «Мой русский язык». Я ко всем наукам ключ имею, я со всей вселенною знаком. Это потому, что я владею русским всеохватным языком. Автором публикации был еще неизвестный российскому читателю поэт из Якутии Семен Данилов. Из воспоминаний поэта и переводчика Михаила Львова. Почему-то Симонов подумал обо мне, поручив перевести это стихотворение. Так состоялось мое заочное знакомство с моим будущим другом. Я до сих пор безмерно благодарен Константину Симонову за его чутье и ум, за точность его выбора. Если бы не Симонов, не знаю, когда бы еще в жизни мы бы встретились, и так ли сложились бы наши отношения. Первое, что мне сказал Семен, когда мы потом познакомились в Москве: «Вы не знаете, что вы для меня сделали». В эту фразу Семен Данилов вложил все, что ему пришлось испытать и пережить. Действительно, время было тревожное. В Якутии шли острые споры вокруг наследия основоположников якутской литературы. Никто, кроме профессора Георгия Башарина, не отважился бороться против идеологических стандартов. Его мнение публично разделил молодой преподаватель педагогического института Семен Данилов. Он надеялся, что все это будет совершенно иначе, но вышло-то по-другому. Его уволили с работы, выселили из квартиры. Может, кто-то скажет, что это и не репрессия, что человек там не был арестован, не был допрошен, не сидел в застенках. Но это была достаточно сложная ситуация, когда ему даже нигде работу не давали. Ведь нужно было какую иметь смелость тогда, чтобы выступить против, как Семен Петрович сделал, против этой совершенно весовской в те годы кампании, которая зачеркивала лучшие страницы якутской культуры. И несмотря на это, еще достаточно молодой поэт тогда, он поддержал профессора Башарина, выступил за то, чтобы творчество Кулаковского было известно в Якутии и в России. И слава Богу, что Семен Петрович был поэтом, он мог выговариваться в стихах, он мог через стихи выражать все свои эмоции, боль. Это все-таки его как-то спасало в эмоциональном плане. Стихи перевели удачно, и вот так вот это протянуло ему вот такую руку помощи в виде того, что потом оно уже сразу стало хрестоматийным, оно стало везде печататься. Оно, конечно, такое идеологически правильное очень, но, тем не менее, искреннее, теплое стихотворение. Советская власть – это народ, это партия, это Ленин. Поэт и переводчик. Они были ровесниками Октября. Их подружило время и общая судьба. Их соединило творчество. Михаил Львов потом напишет: «Мы с тобой шумим, как шаманы, над великой Леной рекой. Два солдата стиха, два брата, два стоящих в одном строю, два поэта, два азиата, два влюбленных в одну страну». Братья по перу родились в разных географических точках страны. Семен в загадочной Якутии, закованной вечной мерзлотой. «Я от снега не бегу,
Я родился на снегу, на меня струилось с неба благодать большого снега. Кто мог предположить, что в татарском селе в Башкирии живет парень с именем Равкат Габитов, который, чтобы стать поэтом, возьмет псевдоним Михаил Львов. Я взял у Лермонтова имя, и в этом молодость права, фамилию для псевдонима из имени Толстого Льва. Говорят, самые большие удачи приходят случайно. Действительно, их как будто сама судьба вела в мир поэтических откровений. Осенью 1937 года я, страстно мечтавший продолжить учебу, уехал в Якутск. Одной из пружин, толкнувших меня уехать из села, было тайное желание стать поэтом, прославиться. В моем ящичке, сделанном из фанеры по образу и подобию редких в ту пору портфелей, не хранилось другого имущества, кроме множества стихотворений. Два поэта встретились благодаря стихам «Мой русский язык». Далее с легкой руки Константина Симонова якутский поэт стал слушателем высших литературных курсов в Москве. Это были самородки, которые хотели стать поэтом не одного ущелья, как говаривал Расул Гамзатов, а хотели стать поэтом в своей великой стране, которая называлась Советский Союз. И вот этот патриотизм, и нисколько не ложный, нисколько там не конъюнктурный, а испытываемый на самом деле, их, наверное, объединял. Расул Гамзатов тоже поэт, который не укладывался в рамки советского обычного поэта. Заки Нури, Мустай Карим – это люди, которые умели каким-то образом говорить о своем народе правду. И в этой плеяде присутствовал наш Семен Петрович. Я думаю, что он был равный среди равных. Семен Данилов, не прикладывая особых усилий, умел привлекать к себе внимание окружающих, умел дружить и понимал ценность каждого дня, проведенного вдали от родины. Возможно, поэтому друзья поэта из разных уголков многонациональной страны посвящали ему свои стихи. Вчера, открыв подаренный мне том Данилова, якутского поэта, я взволновался. Я узнал о том, что солнце наш исток добра и света, как мне поведал мой якутский друг, зовется Кюн. Любил радовать людей. А это тоже не каждому дано. Это талантливые люди, во всем талантливые. В 60-е и 70-е годы поэзия в советской стране была глубоко гражданственна, но между тем рождались и лирические ноты, наполненные радостью человеческих переживаний. При виде тебя, скромной, скромной и такой нежной, я почему-то робею, теряюсь. Озорник, а готов провалиться в землю. Балагур, но дара речи лишаюсь. Не знаю, что случилось со мной. Груз нашел я тропою глухою, оставляя чуть видный след. Но в одно морозное утро ты впервые заплакал в тиши, и тоску, как рукой будто сняла вдруг с отцовской души. Они взяли вот этого мальчика, родственников. Сын носил тоже его имя, Сёма Данилов. С той поры не один в лесу я, нераздельны наши шаги, словно маленький след косули, отпечаток твоей ноги. Сына они очень любили, даже баловали. Он всюду водил сына с собой и был очень счастлив.
А Варвара вслед за последним школьным звонком по призыву комсомола со своим классом решает уехать на строительство алмазного города Мирный. Ему не понравилось мое решение. Видимо, хотел, чтобы я продолжила образование. Но я была настроена решительно. Видно было, что он очень расстроен, и на следующее утро никто меня не проводил. Я собрала чемоданчик и шагнула в новую жизнь. Разогреть сердце дочери, ранее не знавшей родительской любви, к сожалению, не удалось. Я пропал, как в небе птица, в бесконечной глубине. Но, надеюсь, я украдкой, уходя в крутой вираж, и колдуя над тетрадкой и ломая карандаш, остается все же что-то, остается же строка, остается же работа, хоть на день, хоть на века. Я им по-своему благодарна за воспитание. Потом он частенько приезжал ко мне в Мирный. А сейчас, когда их нет, читаю стихи. Нет-нет, да и скатится слеза. Если вы любите поэта и его творения, поклоняйтесь 3 ипостасям той женщины с любовью и благодарностью. Она и есть богиня, что вдохновляет поэта, его берегиня, что хранит от невзгод и тревог. Поэзия для него была единственным отдохновением души. И несмотря ни на какие личные переживания и преграды, он продолжал стойко нести миссию лидера и вдохновителя творческой организации якутских литераторов. Семен Петрович долгих 17 лет был председателем Союза писателей Якутии с 1961 по 1978 год. Это были годы расцвета якутской литературы. Можно сказать, что это был золотой век якутской литературы, потому что в эти годы были написаны, если брать прозу, первые романы, ну и Амматчигая Саскакем, и Сафрона Данилова, и других писателей. Поэзия переживала большой расцвет. И самое главное, в это время якутские писатели, все и поэты, и прозаики переводились на русский язык. Уруй Айхал. Добро пожаловать. Этими словами встречали первый секретарь Якутского обкома партии Чиряев, представители общественности Якутска, творческой интеллигенции республики, дорогих гостей, участников Дней русской литературы и искусства. Семен Петрович руководил писательской организацией Якутии. Она была одной из самых авторитетных писательских организаций в России. И стремились туда ездить. И слушали очень внимательно. И я помню, я участвовал в обсуждении якутской поэзии в Союзе писателей России. Это был очень интересный разговор. Разговор со зрелой, так сказать, литературой, у которой есть что сказать, есть что изобразить и так далее. Он приезжал и рассказывал не о себе, а рассказывал о своих друзьях, писателях. Он рассказывал так, как будто, понимаете, он несет ответственность за каждого из них. Он-то действительно нес. Может быть, поэтому он и быстро произносился. Сам он себя уводил куда-то в сторонку, либо вообще в тень. Для него была Якутия дороже всего. И он не хотел быть одинокой звездой в созвездии писателей. В одной из творческих поездок Семен Петрович сумел договориться о встрече с известным российским поэтом и переводчиком Владимиром Солоухиным. Он говорит: Колобовский, якутский великий поэт,
Но у него судьба не такая простая. Я говорю, ну тогда давай подстрочники я почитаю. И вот он мне дал подстрочники. Ну, подстрочник, буквальный перевод, вы знаете, что такое подстрочник. Я прочитал, увидел я его, говорю, Семен, ну это же великий поэт, где вы его раньше прятали? Я был поражен. Такая жемчужина, перл, такой бриллиант. И вот так меня судьба свела с этим замечательным поэтом. Нюргун Боутур, богатырь Нюргун, арию Туярыма Ко исполняет заслуженная артистка республики Егорова. Вершиной его этой работы является организация перевода Алонхо Нюргун Боутур «Стремительный». Семен Петрович вышел вот на Владимира Державина, который был известен как переводчик многих эпосов разных народов. И тот тоже не сразу дал согласие, он ждал какое-то время. Державин, знакомый с этими построчниками, сказал, если вы дадите мне научного консультанта, то я возьмусь за этот перевод. И этим консультантом стал Иннокентий Пухов. Много сил и энергии было отдано им для выхода в свет якутского героического эпоса на русском языке. Предисловие к Алонхо написал Сергей Михалков, человек уважаемый, известный поэт и лауреат Ленинской премии. Этот труд он оценил как праздник культуры всех советских народов. Без всякого преувеличения можно сказать, что Семен Петрович заложил основы признания Алонхо на уровне ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. Семену Петровичу за его недолгий век удалось решить еще один важный для якутской литературы вопрос. Он отправил группу переводчиков в литературный институт, об этом тоже всем известно, но это ведь тоже шли переговоры, потому что с литературным институтом надо было договориться, чтобы эти студенты там отдельно обучались, чтобы для них была создана программа. Нам дали 8 мест. Я помню, вот когда я уезжала на учебу в Москву, ну вот мне показалось, что я взяла нечто такое самое дорогое, да, что можно было отсюда взять. Вот Алонхо, словарь, хомус и вот национальное платье. Действительно, для переводчика это очень важно вот ощущать свои тоже, с одной стороны, истоки, с другой стороны, надо быть открытым миру, надо знать не только свою литературу, да, свою культуру, но надо знать культуру и литературу других народов, особенно того автора, кого ты переводишь. Я никогда не жалела, что я эту профессию выбрала, потому что меня окружали очень интересные, очень яркие, самодостаточные люди, и которые, в принципе, всегда желали мне добра, всегда хотели со мной сотрудничать и доверяли мне, поэтому мне никогда не было такого раскаяния, что я вот этим занимаюсь. Своей отчизны боль и беды я нес со всеми наравне. Меня оправдывает это, и за себя не стыдно мне. Оглядываюсь и не каюсь ни в чем, не жгу черновики, не мучаюсь, не отрекаюсь ни от одной моей строки. Не зря говорят, что истинный поэт – это человек без кожи, чувствующий пульс времени, идущий на амбразуру, когда требуют обстоятельства, идущий впереди, даруя людям свет надежды, веры и добра. Таким человеком с большой буквы был Семен Петрович Данилов. Бар жонун кяктибет кәс тылыгар дуараға еган. Аласкар ән масюннаран қаллардақына, қасса сағайы сәбірдақ болан тыллың. Күнің сирин таптан, ыллабыт боллақына, күн ағайы, күні кытта ән тиллең. Его поэтические строки облетели весь мир.
И в наше время они живут уже своей жизнью, получив новое дыхание в песнях, ставших народными.